Мен бүттеки тааныштарым баарына уят болуп атам. Пожалуйста, Нуржан же, не позорьте меня. Потому что вот этот Садыр Джапаров, он же иссыкульский, наш брат. Колдан келсе, давайте каматалы. Кантип каматабыз, ошону подскажите. Нам надо, вот зацепка нужна, чтобы ее посадить. Акчаныңдай табалган жерим жок. Ак менети мен тапкан, мен ал акчаны ишенип берчи. 4-3 жыл жүргөм орустардын. Буга чейин Сокол медиа сайты Бишкек шаарындагы Сүйрүкулов көчөсүндө жайгашкан Орто Сай базарынын жанындагы имараттан батир сатып алгандар тууралуу видео жарыялаган. Ал батирлерге сатып алуучулар Квартал Строй аттуу компанияга накталай 50 миңдеген долларларды төлөп, бирок азыркы убакытка чейин батирлерине киреше элек. Кайрылган жарандардын биринин айтуусу боюнча Квартал Строй компаниясына жогорудагы айтылган имаратты Нуржанат ЛТД аттуу компания документтерин өткөрүп бериш керек болчу. Бирок кандайдыр бир себептерден менен эки компаниянын келишимдери ишке ашпай, батир сатып алган 100гө жакын адам акчасынан жок же батиринен жок ортодо калган учуру. Тактоо иретинде Сокол медиа сайты Квартал Строй компаниясына имараттын документтерин өткөрүп бербей жатат делген Нуржанат ЛТД компаниясынын жетекчилиги менен байланышып, сөз кезегин аларга сундук. Саламатсызбы Нуржан айым. Өткөндө Квартал Строй компаниясынан батир сатып алдык деп кайрылган элдер бизге кайрылып, анын баарын чагылдырып келдик. Ошол чогулушта элдердин айтуусу боюнча сиздердин компаниянын тиешеси бар экен. Госрегистрден карасак, сиздердин компанияга тийиштүү имарат экен ошол жерчи. Анан бирок башка компания ошол жерди сатып, элдер ошол жакта азыркы убакта жашап атыптыр. Ошол тууралуу сиз кандай ойдосуз? Эмне сөздөрдү айта аласыз ошол боюнча? Мен орысча айта берейин. Нуржанат ЛТД – это вот компания, которая была создана гражданами Иордании. Я там не директор, как они говорят, я всего лишь представитель. Я вот действую на основании доверенности. Вот моя доверенность. Никогда там директором не была я. И, как вы правильно говорите, этот вообще объект и земельный участок, он зарегистрирован на ОСО Нуржанат ЛТД. В 2017 году ОСО Нуржанат ЛТД заключает договор строительного подряда на строительство торгового центра, так как на этом земельном участке, согласно генплана города Бишкек, который утвердили городской кенеш и соответствующие государственные органы, назначение земельного участка – это торговый центр. Там жилого, вообще назначение жилого здания вообще строить нельзя было. Вот эти люди говорят, вот там была охрана ОСО Нуржанат ЛТД, как они не видели, как продавали. Хочу обратить ваше внимание на пункт 3.1.9, что обязательства и права подрядчика. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность объекта и материалов от хищения, порчи, повреждения, уничтожения до приемки заказчиком объекта. Вот тут заказчик выходит ОСО Нуржанат ЛТД. Раньше мы назывались Арабская инвестиционная компания, потом мы были переименованы. Это что означает? Это означает, что по этому договору строительного подряда ОСО Нуржанат ЛТД на счет Мурас Мега отправляет деньги. Мурас Мега, который должен закончить торговый центр, он на эти деньги покупает оборудование, стройматериалы. И мы же не можем, мы им на сохранность передаем деньги и не можем же сами свои деньги охранять, правильно же? Вот эти стройматериалы, это же деньги же. Поэтому охрана была со стороны Мурас Мега. А то, что эти люди говорят, что это была наша охрана, это совсем неправильно. Далее, ОСО Мурас Мега в срок это было составлено 19 августа 2017 года, до 2019 года должны были нам передать объект уже готовый к эксплуатации, то есть по акту приемки. Сумма была обозначена, вот тут у нас есть 2 миллиона 242 тысячи 701 доллар США. В адрес Мурас Мега со стороны ОСО Нуржанат ЛТД было перечислено 2 миллиона 600 тысяч долларов, и 400 тысяч долларов ОСО Нуржанат ЛТД передало в качестве недвижимого имущества. Это были 3 жилых дома, Шота Руставели, улица 50 лет Победы, и еще в Арчабищеге дом был.
Это мы оценили как 400 тысяч долларов и передали ОСО «Мурасмега», чтобы они построили нам торговый центр. Опять-таки хочу объяснить, торговый центр – это вообще там не жилой дом. Потом, как оказалось, в 2019 году была пандемия, работы были немного приостановлены, они, может быть, продолжались, но так сильно уже не строили, задержка была в строительстве. Но в 2020 году, оказывается, нам не было это известно. ОСО «Мурасмега» 90% своей доли в уставном капитале продала ОСО «Кварталстрой», где учредителем и директором была Асыл Талипова. Вот, и Асыл Талипова стала там директором. Бирок Кварталстрой сатып алган менен алар курулуш иштерин жүргүзүүгө гана иштери сатып алды да. Курулуш иштерди эле кылат, башка мындай сатканга укугу жок беле? Да. Ну, получается, она там стала директором. До этого, в начале 2020 года, она обратилась к нашему представителю, который именно осуществлял надзор на строительстве, потому что мне было сказано: ты консультант по юридическим вопросам, ты в строительстве ничего не понимаешь, на стройку можешь не ходить. Это не моя была обязанность. За стройкой у нас осуществлял надзор другой человек, другой представитель. Вот Асыл Талипова, представившись директором ОСО «Кварталстрой», обращается к нашему представителю Сулайман Байке и говорит: я хочу купить это здание. Тогда здесь в Бишкеке был председатель правления ОСО «Нурджанат ЛТД», доктор Джамал. К нему подошел Сулайман Байке, и уже у него был готовый договор. Оказывается, Асыл Талипова подготовила с этим договором: подпишите, что я покупаю здание. Доктор Джамал сказал: у нас 5 учредителей в компании, я один не решаю такое, я должен полететь домой, поговорить и вам сообщу свое решение, будем мы продавать и за сколько будем. Потом границы закрылись, они приехать не смогли, и вот Талипова обращается к заместителю председателя правления, он понимает русскую речь: я у вас хочу купить это здание, говорит, продайте мне, и за сколько можете продать. Он говорит: мы посовещались, мы решили продавать не здание, а целую нашу компанию, доли учредительные, в учредительном капитале. И в общем оцениваем 6 миллионов долларов, потому что на балансе компании были другие активы тоже. Она сказала: я согласна, у меня прямо сейчас готово 4 миллиона долларов, я готова вам перечислить, но банк просит какой-то договор. Договор подписать они не смогли, так как границы закрыты, они прилететь не смогли. И был подписан договор онлайн подписями, то есть через компьютер, через интернет, что если она заплатит 6 миллионов долларов, то есть Кварталстрой, на счет ОСО «Нурджанат ЛТД», то ОСО «Нурджанат ЛТД» учредители каждый передаст свои доли Кварталстрой. И был срок до 10 марта 2021 года. Потом у нее ничего не получилось. В декабре 2020 года прилетают руководство ОСО «Нурджанат ЛТД», и она говорит: у меня не получилось с деньгами, я хочу взять кредит в банке, но для банка нужны оригиналы подписей. Давайте заключим другой договор, тот забудем, заключим другой договор. И заключается вот такой меморандум о взаимопонимании. Здесь тоже вот указано, что сторона Б, что на дату составления этого на балансе у Нурджанат ЛТД есть следующие активы. Перечисляется, сколько у нас. И стоимость 100% доли в уставном капитале оценивается 6 миллионов долларов, которые она должна была заплатить к 10 марта 2021 года. Вот. Тут указаны даже порядок, как должна быть произведена оплата. Платеж осуществляется единовременно банковским платежом при подписании сделки на счета. То есть она должна была только через банк, потому что наша компания ОСО «Нурджанат ЛТД» это добросовестная компания, налоги мы платим исправно, поэтому мы хотели, чтобы это все было прозрачно. Но на самом деле она действительно обратилась в банк, деньги она не оплатила, и в 2021 году в сентябре
Она позвонила доктору Хайдару, это заместитель председателя правления ОСО Нуржанат ЛТД. Доктор Хайдар, кредит уже я скоро получаю, приезжайте все впятером сюда. И он сказал, я сначала приеду сам, узнаю, в чем дело. Когда он приехал, Асыл Талипову задержали в Октябрьском РОВД и водворили в ВВС. Мы об этом узнали совсем где-то за один день до его прилета. Когда мы об этом узнали, то мы сразу же поехали на другой объект, на квартиры по молодой гвардии, которые принадлежали председателю правления нашего общества, то есть как физическому лицу по молодой гвардии, где Асыл Талипова также, купив 6 квартир, мы ей их передали в собственность. По 7 квартирам был заключен предварительный договор на 30% оплаты, 70% она должна была оплатить. Не оплатив их, выясняется, она продала эти квартиры людям. И плюс 3 квартиры она продала вообще без каких-либо договоров. Вообще никаких договоров не было. Это да. Да. Я почему об этом говорю? Почему? Потому что она вводит в заблуждение людей, дает им послушать голосовые сообщения, где я веду речь о квартирах, о том, что были платежи с ее стороны. Но я хочу сказать, что этими сообщениями она вводит людей в заблуждение. Вот видите, это ее обязательство, что она осталась должна за квартиры по молодой гвардии. То есть она людей вводит в заблуждение, говорит, что были оплаты по квартирам, которые якобы находятся на Суйыркулова. А бул ушул молодой гвардиядагы имараттандагы квартиралар сатып ийгенден кийин анан болбой эле тиги жакка дагы киргизип коймуңуздарбы? Андай Жок, это было одновременно. Мы узнали одновременно, да, мы узнали одновременно о том, что она и там продала, мы узнали в один день. И мы этих людей туда тоже не запускали. Когда ее закрыли, тогда, когда ее закрыли. Как она? Ага, билген беспис. Поэтому вот насчет строительства, то, что я же говорю, она купила Мурас Мега, мы тоже узнали в конце. Когда мы об этом узнали, когда ее закрыли в Октябрьское РОВД, она как директор Мурас Мега нам дает обязательство, что она должна закончить фасадные работы, передать их нам по акту. Да. А мындай курулуш иштери боюнча ошол убакта ким жетектеп турган? Суроо мындай да. Ошол жерде үйлөр сатылып атканда 2020-жылдан баштап 2021 1 жарым жыл аралыгында квартиралар сатылып кетиптир да, Орто-Сай базарындачы. Анан сиздердин компанияда мындай курулуш иштеринин үстүнөн көзөмөлдөгөн адам болгон эмес беле? Ошол 1 жылдын ичинде барып ошол жакта адамдар жашап атканын мындай карап тактап билип койгонгочу. Өзү курулуш иштерин мен жетекчимин. 17-жылдан бери биз Мурас Мега менен иштешип келгенбиз. Эч кандай ортодо эч кандай бирибизге ишенбейчиликтүү жараткан жагдайлар болгон эмес. Биз баарыбыз менен ишенип эле иштешип келгенбиз. Анан бирок элдер деле ошо 20-жылдан 21-жылга чейин эч кимдин ичинде жашаганда эмес, болгондо эмес, бул болгон жалган сөз. Булар 21-жылы октябрда захват жасап атат зданияны. Жок, захват здания был 19 марта 21 года. Ой, 22 года. Да, в 22 году. Да, октябрьда. Ага чейин эч ким кирип жашаган эмес болчу. Мындай эле бирок сатып ийген ага чейин. Биз жопкан эмеспиз. Биз курулуш иштеринде эгерде кандайдыр бир суроо боло турган болсо алдын ала телефон чалышчы, мындай маселе болуп атат. Архитектурадан бүтүрүп бергиле, же мэрияга баргыла, же болбосо госэкитин инспекцияга ушул маселелерди бүтүрүп бергиле деп чалышчы. Биз барып ошолорду бүтүрүп берчүбүз. Курулуштун жана айтып кетпеди, келишимде жазылып турат. Курулушту бардык материалдарды өздөрү сатып алат, өздөрү аны охранять этет, карайт, анан бизге өткөрүп берет деп жазылып турат. Готовое здание. Биз ал жерде мындай кароолчу койгонго биздин зарылчылыгыбыз жок болчу. Анан эң негизгиси жанагы адамдардын баардыгы кирип атканда мен ал адамдар менен 7-8 жолу жолуккам. 7-8 жолу барып жолуккам. Мен барына түшүндүрүп айткам, силер азыр кирбегиле, силер кирсеңер, силерди пайдаланып бул андан ары сатат. Эң башында бир 20-30 адамга жетпеген адам болчу.
20-25 адам болса керек. Мен алардын баарын айткам, 100 адам болсоңар бул проблема такыр чечилбей Азыр ошо 100 адам тегерек болуп калыптыр да. Анан ушул эмеге Кварталстрой компаниясына сиздердин компаниянын атынан кандайдыр бир арыз доо болдубу, болгон жокпу? Ал компания мисалы сиздердин имаратты жеке менчигиңерде, мисалы компанияны Конечно. башка жака сатып жүрүп атты. Да. Мы обращались заявлением в милицию, мы обращались в городское управление милиции, и по этому факту ей было предъявлено обвинение. Вообще здесь 48 эпизодов. Помимо нас еще даже 51 эпизод. 3 эпизода она вместе с нотариусом Борумбаевым, подделывая доверенности, оказывается, продавала машины. Это к нам не относится. Ну вот первые потерпевшие были признаны ОСО Нурджанат ЛТД. Мы сразу же обратились. Вот, тем самым причинив компании ОСО Нурджанат ЛТД в лице 5 учредителей, и ущерб написан 484 миллиона 200 тысяч сомов. По квартирам доктора Джамала, вот тут тоже 41 эпизод описывается, мы также обратились, что она незаконно продала, и также ей предъявили обвинение. То есть мы, конечно, не этот. Плюс, помимо этого, Первомайский РУВД ей также предъявил обвинительный акт, обвинение, то, что она, не имея никаких договоров на руках по 3 квартирам на Молодой гвардии, также продала. Вот 2 уголовных дела. Конечно, мы тоже не молчали. И вот люди говорят, почему вы не знали, что это? Мы не знали. Вот ее голосовые сообщения. Сегодня есть, завтра их нету. Мне с этим банком еще работать. Мен бүттети таныштарым барына уят болатам мен. Пожалуйста, Нуржанже, не позорьте меня, не ходите в этот банк уже, а? Барып скандал етпегілечі бүттү. Дали туда-сюда, гарант катары эле стройматериалдарга гарант эле турган бир 3 эле договор бар. Үчөөнү тең мен өзүм ответственность, я же несу, причем здесь выборщи. Там мой печать, моя рука, моя подпись стоит. Мен анын баарын өзүм бүтүрөм мен. Силерге эч кандай эчтеке зыяны да тийбейт, эч ким да силерге келбейт уже все. Ал эми да бир жашоочулардын колунда мындай документ жүрөт да. Письмо подтверждение. Да, менде да бар. Кварталстрой компаниясы сиздердин Нуржанат компанияга ЛТД 4 миллион 200 миң доллар өткөрүп берди деп. Менде 2 кагаз бар, даже вот еще помимо этот, в общей сложности канча берди, я уже даже забыла. Я хочу следующее сказать. Это тут вот идет, что я с какого-то числа якобы взяла деньги. На самом деле, я вот так могу ответить. Если эти деньги брала я, то почему, когда было следствие в ГКНВ Чуйской области, когда ей предъявляли обвинения, я ей на очной ставке сама задала вопрос, как, кому ты передала эти деньги? Она сказала, Нурджан Эже, скоро вы узнаете. Если это было так, то почему там в следствии она вот эти бумаги не показала? Тогда, наверное, если бы туда она эти бумаги принесла, обвинения, наверное, предъявили бы мне, но не ей же. Это, во-первых, там отчество мое неправильно написано. Во-вторых, просто у меня в оригинале нет. Сначала стоит печать, потом стоит подпись. И в-третьих, это не моя подпись. Она, видите, вот даже если эксперт будет разбираться, ее подпись прямо над линией, моя где-то вот тут высоко, поверх печати. Кроме того, ее юристы обратились в Третейский суд, пытаясь доказать, что 6 миллионов долларов ОСО Нурджанат ЛТД получил. Вот решение суда. Во время процессов ее юристы вообще такие бумаги не показывали. Третейский суд Чечими о том, что она пыталась доказать, что заплатила 6 миллионов долларов. Иск был предъявлен к 5 арабам, учредителям ОСО Нурджанат ЛТД. И вот решение суда отказать в исковых требованиях. Потому что они не доказали оплату 6 миллионов долларов. Если это было бы правда, она бы вот сюда, ее юристы принесли бы эти документы и доказали бы, что 6 миллионов было признано, было оплачено. Но этого сделано не было. Эти бумаги она сделала для того, чтобы показывать этим людям, и чтобы они поверили в то, что я мошенница. Вот и все. Сиздердин кийинки кадамыңыздар кандай болот? Бул жерде имарат документ боюнча сиздердики болуп атат. Бирок ичинде азыр
Фактически элдер жашап атышат. Эми сиздер кандай кадам көрасыздар мындан ары? Я хочу вот что сказать. То, что они там незаконно живут, это говорю не только я. Вот есть акт проверки государственного органа, вот есть предписание нам выписано, чтобы мы это нарушение устранили. Почему? Потому что, во-первых, здание не введено в эксплуатацию. Во-вторых, это не жилое помещение, объект не жилой. Нам был выписан штраф 23 тысячи сомов. Этот штраф суд отменил, это постановление. И то, что люди говорят, что я отключаю свет и воду, это заявление Госэкотехинспекции, потому что они говорят следующее. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики использование эксплуатации, она незаконная. Там не проверено состояние этого здания, не проверены электрические сети, не проверены водоснабжение. Это для них же, для этих людей может быть опасно. Почему? Потому что может быть пожар, может быть вообще затоп там. И это не моя прихоть. Это говорит вот государственный официальный орган при правительстве Кыргызской Республики. Ошону жана жашагандардын тагдыры боюнча айтып койсоңуздар эми аларды эмне чыгарыш керек болобу? Сиздер күчкө салып мыйзам боюнча биздин компания баштан баштап эле болгон жердин баарына кайрылды. Президенттин аппаратына кайрылганбыз башында эле генеральный прокуратурага, МИДке, бизнес омбудсменге, РОВДга, кыскасы прокуратура баардык кайрылчу жердин баарына кайрылганбыз. Анан мен бул адамдарга да түшүндүрүп айткам, силер азыр кирбегиле, силер кирсеңер эртеңки күнү силер 20-25 адам эмес 100 адам болосуңар. Бул кайра сатылып ушундай проблема болуп кетет. Кирбей тургула муну мыйзам негизинде чечип алгыла. Ага чейин кирбегиле деп мен алардан сурандым, канча жолу бардым, түшүндүрдүм. Анан алар менден сурашты, эгерде биз буга ишенебиз, силерге ишенели десек документиңерди көргөзгүлөчү дейт. Мен ушундай 2 папка документ алып барып көргөздүм. Бирок документти көргөндөн кийин документ алып алыштырды, ошол бойдон берген да жок. Кыскасы толук чындыкты билип, акыйкат менен иш кылабыз деген адамдар боло турган болсо, мыйзамдуу түрдө иш кылыш керек эле да. Кандай болгондо. Акыркы суроого жооп берип койсоңуздар. Я хотела бы добавить. Элдердин тагдыры кандай болот? Я хотела бы добавить. Чыгасыздарбы же кандай кадам көрөсүздөр мындан ары? Биз айтып атпайбызбы? Биздики бар мыйзамдуу түрдө ал жерде адамдар жашаганга деги эле мүмкүн эмес. Ал биринчиси базар, экинчиси торговый центр. Адамдардын жашашына деги эле мүмкүн эмес. Санитардык нормада жооп бербейт. Биз макул сен жашай бер десек да ал жерде Госэкотехинспекция нельзя деп атат, нельзя. Деги эле болбойт андай болсочу. Андан сырткары биз мындай болуп атат да. Ошол адамдардын баардыгы мен эң башында айттым. Силер ушул нерсе билинген күндөн баштап мен айттым, заявление жазгыла дедим. Шашылыштарга заявление жазгыла, баргыла десем, жок биз ага ишенебиз, силерге ишенбейбиз дейт. Анан айттым, анда бизге ишенбесеңер бизге жазгыла дедим. Ибраим Сулайман ушинтип 6 миллион долларды алдып алып кетип, ушинтип атат деп плакатыңарды көтөрүп алып 100 адам президенттин кеңсесинин алдына баргыла, генеральный прокуратурага баргыла, шашылыш түрдө баргыла дедим. Себеби силердин акчаңар кийин таптакыр дайынча жок болуп кетет дедим. Азыр барсаңар жок дегенде 70-80% айрып алууга мүмкүн деп. Себеби мындай чоң сумма өзүнөн өзү жок болуп кетпейт да, бул бир жерде бир жакка барып турат да бул акчачы. Аз акча болсо да бир жер, мейли бир жылда бир үй бүлө 100 000 доллар жеп койсун. Бул эми наркоман болбосо, карта оюну болсо, миллиондогон акчаларды жок кылыш кыйын да, миллиондогон долларлардычы. Ошол себептен менин оюмча бул азыр кайсы бир жерде бул акча жатат. Керектүү кишилерди алып барып камай турган болсо, күнөөлүү кишилерди алып барып камаса, бул акчалардын баары ордо чыгат деген менин оюм бар. Элдин акчалары. Өкмөт иштесе эле элдин акчалары элдин акчасы бүт чыгат. Эч кайда кеткен жок бул акча. Эми жесе көп болсо 100 000, 200 000 доллар жегенде 1,5 жылдын ичинде. Булардын баары бергени мына 20-жылдын жарымынан баштап 21-жылдын жарымына чейин болуп атат да. Ошондо бир жыл, 1,5 жылдан ашпаган учурда канча бул акчасын жеп бүтсө болот бир үй бүлө. Канча балам болсо. Я хотела также добавить, вот Сулайман Байке сказал, что куда бы мы ни писали, куда бы ни писало вот это учреждение государственное, по сути это рейдерский захват. 19 марта 2022 года они во главе с Талиповой, она их привела туда, заселила, и мы вызвали наряд милиции, они игнорировали милицию, заселились и начали ремонт.
Я думаю, почему органы бездействуют. Я хотела бы вот еще одно, чтобы голосовое сообщение Асыл Талиповой было озвучено. Форс-мажорами у нас SWIFT, программа SWIFT закрыты для юридических лиц полностью. Мы никаких этих денег не отправлять, не принимать сейчас не можем. Из-за этого мы не смогли, этот 10-го. Я не смогла, да, спокойно вам голосовой отправить, потому что вот этот Садыр Джапаров, он же иссыкульский, наш брат тоже. Мы его тоже поддерживали в этом, пока он премьер-министром не стал полностью законно. Вот. Надеюсь, в скором времени откроют свифты, и мы, согласно этому, деньги отправим. Надеюсь, что вы ситуацию правильно поняли. Ситуация, потому что же на весь мир, вот это по новостям, наверное, показывает, что у нас вот чуть ли гражданская война не случилась. И сегодня тоже ситуация обостренная. Обратно люди приехали. 2 дня только у нас затишье было. 2 дня всего. Далее. Государственной ипотечной компании есть предложение для вас. Вот. Да, и Буйрса, все нормально, доктор Хайдар. Выборы, у нас выборы, ажиотаж. Очень мало времени осталось. Все бегают, мы бегаем. Никто ничего не делает. В Кыргызстане все зависло. Все ждут, потому что ни на какие документы, ни на серьезные шаги никто не идет. Потому что оно должно сформироваться новое правительство. Старое правительство сейчас документы это не подписывает никакие. Поэтому все большие дела сейчас зависли. Встали, ждем выборы. Вот. У меня тоже 2 родственника идут на этих выборах. Тоже помогаем. 2 партнера идет, 2 родственника, все разные партии. Вот, вы, наверное, в интернете видите, слышите. Эти голосовые сообщения она адресовала заместителю председателя нашего правления, господину Хайдару. Ну, как бы, почему у нее приостановила, почему она не оплачивает вот эти $6 миллионов, почему зависли? Потому что революция, потому что они поддерживают президента. Как поддерживают, я не знаю. То есть, я так думаю, почему наше дело не двигается, вот по захвату здания, по незаконной эксплуатации, о котором говорим не мы, а говорит госорган вообще-то. Почему это дело не двигается? Я так думаю, что у нее, наверное, есть какой-то покровитель. Вот прикрываясь именем президента, таким образом, получается, она обманывает людей, сама ходит под домашним арестом. Вот недавно только была водворена в СИЗО женщина беременная, которая родила в СИЗО за неисполнение гражданско-правовой сделки. Ущерб был гораздо меньше, и эпизодов было гораздо меньше, но она почему-то села в СИЗО, а Асыл Талипова по одному эпизоду, по 48 эпизодам, даже если сложить 51 эпизод, и вот еще Первомайская РОВД, то, что предъявила, 50 с лишним эпизодов, ущерб больше $10 миллионов, и почему-то она у нас в домашнем аресте. Это двойные стандарты, либо действительно ее голосовое сообщение действительно правда, что у нее есть покровители, как она говорит, 2 друга, 2 родственника, президент ее брат. Поэтому я, вот, пользуясь случаем, также хотела, как и вот люди, которые давали до этого интервью, обратиться к уважаемому президенту. Уважаемый Садыр Нургодёевич, я бы хотела, чтобы вы также обратили внимание на эту ситуацию, потому что человек, прикрываясь вашим именем, именем ваших заместителей, возможно, вот 2 партии, говорит, наверное, депутатами Джоур Кенеша, проворачивают вот такие махинации, ей предъявляют вот обвинения, и человек в домашнем аресте ходит, под домашним арестом. Это первое. Второе, также хотела сказать, вы знаете, я из-за того, что я думаю, наверное, это в ее интересах, искаженную информацию доносить до этих людей, и поэтому они вот такое негативное отношение у них.
также вот голосовое сообщение. Сейчас. Нуржанже, еще у меня Нет, такая сейчас. просьба. Это вот. Сейітбайке, башка адвокат эмнеге камалмак эле? Бизге именно ошол Нуржандын камалганы керек. Ана Нуржан камалып тетиги жакка барып келсе, ал жакта очень сильно любят мындай эмелердичи, тиги адвокаттарды, красных там очень сильно любят, уважают, сами же прекрасно знаете. Анан тиги эмелерден ал жактагылардан бир эки бир башка жесе, анан кийин өзү эле сайрап айтып берет, биздин акчаларды каяка кетиргенин, эмнеге коротконунчу. Колдон келсе, давайте каматалы, кантип каматабыз, ошону подскажите. Нам надо, вот зацепка нужна, чтобы ее посадить. Это означает то, что зацепку люди ищут, но найти не могут. А это что говорит? О том, что не зная правды, осуждать человека, это вообще неправильно. И та женщина, которая в конце сказала, что я ее там прокляла, это все неправда. Единственное, что я ей сказала, что это самый большой грех осуждать невиновного человека. Из-за этого Всевышний может либо болезнь ей еще раз послать, либо еще как-то наказать. Только и это. По поводу того, что я с нее вымогаю доллары, плати мне, я тебе продам, я тоже хочу также сказать, что единственное, что я сказала, что эти люди купили это помещение не у собственника, у другой компании, у которой никаких прав на эти помещения не было. И если бы они купили бы у ОСО Нурджанат ЛТД, то, конечно, ОСО Нурджанат ЛТД как собственник объекта передало в собственность. И если в будущем, когда будет введено в эксплуатацию здание, она захочет приобрести, что надо обращаться к собственнику здания. Но никогда я ей не говорила, гони сюда доллары, я хочу доллары. Это вот зачем искажать такую информацию? Вот подпоследок я также хотела, вот в принципе у меня все. Я все, наверное, рассказала. Было бы, конечно, больше времени, может быть, я еще и дополнила. Я хотела бы обратиться к уважаемому президенту. Уважаемый президент Садыр Нуркожоевич, очень большая просьба обратить внимание на эту ситуацию. И мы очень хотим попасть уже давно к вам на личный прием, чтобы показать все документы, чтобы объяснить ситуацию, так как правоохранительные органы никак не действуют. Все время ссылаюсь на судебные заседания, но в данный момент между ОСО Нурджанат ЛТД, этими людьми и ОСО Кварталстрой никакого спора нет. Этот спор между этими людьми, которые там живут, и ОСО Кварталстрой. То есть и сами являются эти люди ответчиком Кварталстрой. Нурджанат ЛТД туда вообще никакого отношения не имеет. И поэтому я не знаю, почему правоохранительные органы так бездействуют. В связи с этим хотела бы вот еще раз повториться, попросить вас принять нас на личный прием, чтобы объяснить эту ситуацию согласно документам, согласно решениям судов, так как я считаю, что мы правовое государство, что в нашем государстве основную роль играет закон все-таки, а не голословное обвинение. Поэтому прошу вас обратить внимание на нашу ситуацию. Прошу вас защитить права инвесторов, потому как учредителями ОСО Нурджанат ЛТД являются граждане Иорданского королевства. Пожалуйста, защитите их интересы, потому что если реально они потерпят такой убыток колоссальный, ведь это здание, его бюджет $3 миллиона было потрачено на строительство, то я думаю, это грозит вообще международным скандалом, потому что эта новость и вообще этот кейс разлетится по всему арабскому миру, по всем странам арабского мира, потому что они тоже не будут молчать, они эту информацию донесут до каждого бизнесмена со всего арабского мира. И я хотела бы вот спросить, а какова тогда будет инвестиционный климат в Кыргызстане? Как это повлияет на инвестиции, на поток инвестиций в Кыргызскую республику? У меня больше нечего дополнить. Вот со своим бездействием государственным органом не только же там инвесторов пугает и имидж нашей страны из-за этого падает, не только сейчас вот граждане. Сейчас, если они быстро все вот это дело не проверят, на месте не поставят, их было всего 20-25 человек, это было в октябре, сейчас их 100 человек.
в скором будущем там 200-300 человек будет обманутых. Может быть, они вместе все это проворачивают, я совсем не понимаю, почему до сих пор вот по стольким эпизодам человека даже и не пригласили по этим, я даже не понимаю, не могу это понять вообще. Сейчас по мошенничеству многих закрывают из-за только одного заявления, там несколько тысяч сомов, не то что миллионы долларов. И когда она говорит, что я тому отдала столько, тому отдала столько, за это здание она показания меняла 4 раза. Первый раз она сказала, что она арабам дала 4 миллиона 300 тысяч. Потом дала на мне показания, что она мне отдала 4 миллиона. Потом сказала, что Нуржана взяла Юрий 6 миллионов. Потом показывает 4 миллиона 200 тысяч. За это здание она все в сумме где-то 19 миллионов нам отдала, а это здание всего стоит 6 миллионов. 3 миллиона. Кому это верить тогда? Кому верить? А вот эти люди, ну, они, не осознавая, становятся пособниками, помощниками ее, получается. Вот они дальше будут продавать, это будет очень большая проблема. Сейчас что там, скоро будет 200 человек, я не удивлюсь, если через полгода там 200 человек выйдут. Да, это будет проблема как для народа, так и для нашей компании. И потом, вот я не понимаю следствия, предъявив обвинение за незаконную продажу, у нее на момент рассмотрения дела в суде и следствия даже не изъяли печать. То есть до нас доходит такая информация, что она, используя эту печать, она дальше продолжает продавать эти помещения в здании. Вот как эти люди говорят, тройник, пятерник уже 5 раз, 3 раза. Она эти помещения продает, да.